Aykal ayılıdım namıksa. Düğün toğusulutumullah duymadı tuğnatıgar. Yoğun tühükkötülük denen. Argahattan tehinnäh ayňatkan aýmaktaryň göksütten küntöstök gün örkün oğulary muzikalaryn törü tügesterin keler keskillä kençälik çattırdygar diýetler ütükennäp ülehip dönnorbut üye jepbere üglüýdäk günlere muzeytara türüttemmite satılak keme savallan kelle düğün manna gelbit ıtıkman gıldık tarıdan doktor toyumduğundan alkışta gırgıbından alka aslan sandalı künü kıtarı hayır ağız otunun algıs tartığı haniye doy doğutuğar Tölöködün girenler Geskili git gençeri git Tuhu yeller Kılgı olanlar Gister ahı durar Bulunlar Handan diyerbe Hargıgıtın halay bağlar İstinleri dua Tolkıdı batkula Hüngüdün duaya Illın astağın Volduğuydu Alban damat Kolun tanrı Akılatını Uğruydanın Duayan tutar dağın Volu tutma Uruy
Үйте кегенден жаллау жопускай кораппыт жоғын манылықтақтыры бүгін өксөкүләу жасыларынан ұроттар тоғырда оларға жетігер мұстыбыт жоғын жамбыт үбілөйінде үйте кегенден иди истин әғарда болуқтын. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Сегодня мы чествуем Музей музыки и фольклора народов Якутии с юбилейной датой. 25 лет назад общественный музей был признан государственным и вошел в реестр государственных музеев. С 25-летием, с праздником, дорогие друзья! Слово предоставляется создателю и директора музея, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, заслуженной артистке Якутской ССР, лауреату премии фонда Ирины Архиповой Аизе Петровне Решетниковой. Здравствуйте, дорогие наши гости, которые пришли гостевить с нами радость. Спасибо. Вы знаете, я не могу не начать с нашего первого здания, Русско-Азиатского банка бывшего, который достался нам от музыкального общества. Он сейчас реставрирован, он сейчас украшает старый город, как подлинный памятник, единственный сохраненный нами, памятник старинного русского зодчества. И вот среди новоделов он красуется в старом городе. И я думаю, что и мы все видели, что идти этого Русско-Азиатского банка помогает нам, потому что благодарен за то, что наш музей ухаживает за ним. 10 лет мы согревали его, так сказать, своим дыханием. И 10 лет он помогал нам. Как помогал? Он, например, посылал нам спонсорскую помощь. В течение 2 лет общественного музея каждый месяц приходили деньги на зарплату 3 сотрудникам. А когда мы стали государственным, то посыпались гранты. Мы стали выигрывать гранты. Президента Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, программы культуры России. То есть тогда еще не было в Якутии грантов. И, значит, все это уже в прошлом. Мы выехали оттуда. Вы знаете об истории обмана со вторым нашим сегодняшним зданием я не хочу даже рассказывать в этот радостный день. Но в 2008 году приехал сюда на гастроли один человек, народный артист Советского Союза Владимир Спиваков. И вот этот мой однокашник по интернату Центральной музыкальной школы написал письмо сам, вот, адресованное Вячеславу Анатольевичу Штырову, и наш президент, конечно же, знаете, он просто распорядился передать нам в оперативное управление деревянное двухэтажное здание по Кулаковского 18. Вы все знаете этот памятник истории и культуры. Здание Якутской городской мужской прогимназии 1873 года постройки. Конечно, оно в плачевном виде сейчас, но. Вы знаете, значение этого здания, Якутской мужской прогимназии, оно для якутян равноценно значению Царскосельского лицея для россиян. Потому что здесь, в этих стенах, учились будущие представители всей элиты якутской интеллигенции. Кулембир, Никифоров, братья Ксенофонтовы, значит, и Алексей Алексеевич Кулаковский, Платон Алексеевич Аюнский. И мы решили, вот там есть такой вестибюль и трехмаршевая лестница. Я прекрасно знаю это здание, потому что я училась в 3-й школе до отъезда в Москву. И вот будет воссоздан вот 1 марш, потом вот 2-й, 3-й на 2-й этаж лестницы. И вот в этом пространстве вот мы решили создать здесь, чтобы... И вот в этом пространстве будет периодически звучать аудиофильм. Сначала, конечно, зовущий на перемену звук не электрического звонка, а вот такого настоящего колокольчика.
потом колокола даже. И вот затем распахиваются огромные двери, я помню, двери школьные, видимо, в коридоре. Звучат уже юношеские голоса, наполняются эти оба коридора. Потом, значит, топот бегущих нот. Ну, и даже мы придумали какие-то реплики там. «Молодая мигенька, ты стакенду!» Или взрослый голос преподавателя. Павел Ксенофонтов, где ваш брат Гавриил? Я прошу передать вам, я прошу передать ему то-то и то. Ну, я прошу передать ему, ну и так далее. То есть вот в этом пространстве и вот на стенах будут высвечиваться фотографии про гимназистов. И в этой же зоне, вот около, на втором этаже, около вот лестницы будет зал, посвященный вот прославленным выпускникам прогимназии. Мы наполним, так, мы воссоздадим дореволюционную школьную мебель, где будут сидеть посетители мероприятий, этих вот уроков, лекций, кинопоказов, о научной и творческой деятельности вот этих выпускников. И, значит, конечно же, очень многие из этих блестящих деятелей науки, культуры, государства были репрессированы. Но вот мы верим в то также, что сегодня я хочу рассказать вам, общественности, о судьбе этого здания. Ведь она все никак не решается, вот стоит этот больной зуб и стоит, а скоро Дети Азии, а он стоит на пути этих делегаций. И вообще была угроза, что его снесут, но нет. И вот я хочу сообщить вам радостную, в общем-то, весть. После многочисленных наших обращений от музея, от Министерства культуры и духовного развития, особенно от при новом министре, от Международной ассоциации музыкальных музеев, Российской Федерации стран СНГ, мы там активные члены, и особенно, конечно, от письменного такого обращения советника президента Российской Федерации по культуре Владимира Ильича Толстого. Он трижды бывал в нашем музее, ему очень нравится концепция нашего музея, и каждый раз удивляется, как мы находим все новые и новые формы экспонирования нематериальных памятников, вот устного наследия. И хочу сообщить, что правительство приняло решение утвердить дорожную карту движение к 2018-2019 году, когда этот памятник истории и культуры будет будет воссоздан. Вот такая радостная весть. Спасибо вам за то, что вы разделяете наши надежды и мечты. И вот поэтому сегодня в нашем концерте мы расскажем вам о содержании, что мы будем показывать, что мы будем рассказывать вот в 7 залах будущего здания. Итак, про первый зал мы вам уже рассказали, посвященный этим выпускникам прогимназии. И сейчас я думаю, что, наверное, в этом здании должно найтись место для центра Германа и Клавдии Хатылаевых, которые много лет успешно обучают детей реконструированным ими опытным путем проб, ошибок, находок, вообще утраченных исполнительских традиций на народных якутских инструментах, тоже в основном забытых и полуутраченных, ставших почти легендарными. И наша дружба продолжится уже на новом витке сотрудничества. Итак, нас пришли поздравить с 25-летним юбилеем заслуженные артисты нашей республики Клавдия и Герман Хатылаевы и их ансамбль. На сцене обладатели гран-при «Голос кочевников» Международного музыкального фестиваля в городе Улан-Удэ народный ансамбль «Джэгэй».
ансамбль «Чыгыгы». Өсөтө бир музейі бұл юбилейынан Айза Петровнаны истирах бететенеға дәлебет. Оны тому музей курут нелбәк кисыртын дек бітін бағарабыт. Тоғайдаға бұл музей хүрдәғ әлбәға кияға кәпсир, сақа бұл олықтақтырын бұл қотуғу, оны бұл сақа нұротын кәпсир музей болар. Онан бігі кенерге үддік стихилері бағаран тұрамыд, әсі олық бітін бағарабыт. Jadi untuk sekarang kita mau juga berikan irlana tuh jadikan barang itu orang baru juga tolong kamu setara baru vegetan kita itu lakukan barang baru bila sekarang.
Народный ансамбль «Джигагай», художественные руководители, заслуженные артисты Республики Саха-Якутия Клавдия и Герман Хатылаевы. Слово для поздравления предоставляется заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Николаю Афанасьевичу Макарову. Добрый вечер, уважаемые гости, любители и поклонники музыки. Всех вас, весь коллектив Музея музыки и фольклора и нашу дорогую Аизу Петровну разрешите поздравить от имени правительства Республики Саха, от имени Министерства культуры и духовного развития Республики и от себя лично с 25-летием их деятельности. Вот уже 25 лет как Музей музыки и фольклора несет массы, очень много прекрасного, событийного и интересного, увековечивая в наших детях, в наших мыслях нематериальную культуру, неповторимую материальную культуру Олонхо, Нгакан, русского устья, то есть нематериальной культуры всех народов, которые бриллиантом сияют в гербе нашей республики. И еще хочется добавить, что Аиза Петровна в этом году празднует 45 лет своей творческой деятельности. В настоящее время Музей музыки и фольклора представляет собой стабильно развивающуюся, имеющую массу планов, одну из самых успешных организаций, учреждений Министерства культуры и духовного развития. У них масса планов, свидетелем которых мы сегодня станем и будет транслировать на большом экране. Аиза Петровна имеет очень много планов по восстановлению нашего духовного наследия, которое вот сегодня мы смотрим на реальное здание, реальное училище, на здание мужской прогимназии. И искренне надеюсь и уверен, Аиза Петровна, что вместе мы добьемся положительного решения. И думаю, что будут все наши планы реализованы. Аиза Петровна, еще раз поздравляю вас и всех нас с 25-летием. И разрешите вручить вот этот букет цветов. Приветственный адрес от имени заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексея Прокопьевича Дьячковского. А также приветственный адрес от всего коллектива Министерства культуры и духовного развития и министра Тихонова Владимира Ивановича. Поздравляю! За большой вклад в развитие музейного дела Республики Саха-Якутия и многолетний добросовестный труд наградить почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Пахомову Ольгу Николаевну, ведущего научного сотрудника Музея музыки и фольклора народов Якутии. Степанову Лену Борисовну, главного хранителя Музея музыки и фольклора народов Якутии. За большой вклад в развитие музейного дела Республики Саха-Якутия и плодотворную работу вручить благодарственное письмо Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Корниловой Марии Ильиничне, главному научному сотруднику отдела образовательных программ Музея музыки и фольклора народов Якутии. Микусяровой Ии Александровне,
ведущему научному сотруднику Музея музыки и фольклора народов Якутии. Илья Александровна в настоящее время находится на стажировке в городе Москва. Слово для поздравления предоставляется от имени Академии наук России доктору исторических наук Брагиной Дарье Григорьевне. Уважаемые коллеги, уважаемая Таисия Петровна, разрешите вас поздравить со столь знаменательной датой и вручить вам от имени Академии наук почетную грамоту. Меня попросили зачитать, поэтому я зачитаю. Почетная грамота Академии наук Республики Саха-Якутия награждается Решетникова Аиза Петровна, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, директор Музея музыки и фольклора народов Якутии за многолетнюю подвижническую деятельность. Большой вклад в развитие культуры Республики Саха-Якутия. Приветственный адрес. Меня тоже попросили записать полностью. Директору Музея музыки и фольклора народов Якутии Аизе Петровне Решетниковой. Глубоко уважаемая Аиза Петровна, примите самые сердечные поздравления от имени Президиума Академии наук Республики Саха-Якутия с 25-летним юбилеем Музея музыки и фольклора народов Якутии. Основу духовного развития народа составляет его многовековая культура, которая в огромной степени сохраняется в народной музыке и устном народном творчестве. С организацией вашего музея четверть века назад сокровища музыкальной культуры и фольклора стали доступны широким массам населения, что, несомненно, способствовало расцвету культуры и искусства в республике за последние 2 десятилетия. Мы высоко ценим огромный вклад в культурное развитие республики, который внесли организаторы создания музея, его организаторы и сотрудники. Помимо чисто музейной работы по сбору и сохранению культурных артефактов, творческой подготовки уникальных экспозиций, вы ведете большую научную и просветительскую работу, проводите научные конференции, создаете научно-популярную продукцию, в том числе фильмы, мультфильмы, видеоуроки. Ваш музей является гордостью республики и по праву стал элементом ее визитной карточки. Музей посещает многочисленные гости из других регионов России и из-за рубежа. В этот знаменательный день желаем вам, уважаемая Аиса Петровна, и в вашем лице всем сотрудникам музея дальнейших творческих успехов на благо развития Республики Саха-Якутия, счастья и процветания ее народа. Президент Академии наук Республики Саха-Якутия Игорь Иннокентьевич Колодезников. Разрешите вручить памятные сувениры. Слово для поздравления предоставляется проректору по гуманитарному образованию и корпоративной политике Северо-Восточного федерального университета Надежде Михайловне Зайковой. Добрый вечер, дорогие друзья, студенты Северо-Восточного федерального университета. Поприветствуем Аизу Петровну, наш любимый музей. Ну, мы не зря пришли таким большим составом, Аиза Петровна, потому что на самом деле
проект. Как только был создан Северо-Восточный федеральный университет, первый человек, который очень активно со стороны деятелей культуры и искусства пришел облагораживать, развивать студентов Северо-Восточного федерального университета, это была, конечно, Аиза Петровна Решетникова. Она пришла и сказала: вы знаете, Надежда Михайловна, надо нам провести какой-то цикл занятий, чтобы ваши ребята приобщались к классической музыке. И все началось с того, что мы придумали проект, который назывался «Гуманизация студентов технических факультетов». Вы знаете о том, что Северо-Восточный федеральный университет с каждым годом все-таки специалистов гуманитарного образования у нас становится все меньше и меньше. Все больше становится ребят, которые овладевают техническими знаниями. И эти ребята, приезжая в город Якутск, на самом деле должны, конечно, приобщаться к классической музыке. С подачи Аизы Петровны у нас проводятся чудесные видеолектории. Наши ребята посмотрели очень хорошие фильмы, которые были созданы в музее по идее музея, с помощью музея. Аиза Петровна как научный консультант, как музеевед, как музыковед, как искусствовед, на самом деле очень серьезно этими вопросами занимается. Я очень счастлива, что у современных студентов есть возможность слышать выступления и лекции Аизы Петровны. Я обещала Аизе Петровне, что когда будет юбилей музея, я всенародно расскажу о том, как приобщали к музыкальному искусству лично меня. Значит, я была очень маленькая девочка и такая очень подвижная была, не любила сидеть в доме и все время, как полагается детям 60-х годов, очень любила играть на улице. Но мои родители очень строго в моменты, кто-то из старших должен помнить, что Аиза Петровна вела такую передачу на якутском телевидении, где она на самом деле рассказывала о великих музыкальных произведениях и о композиторах. Сама это все играла и на самом деле показывала куски произведений и очень хорошо, доступно рассказывала о музыкальных произведениях. Надеюсь, что в зале есть люди, которые точно так же, как я, получили первый ликбез классической музыки именно из уст Аизы Петровны. Похлопайте те, кто там был. Да. Видите, Аиза Петровна, таких людей, как я, достаточное количество. Мне моя мама очень строго ставила маленький стульчик перед старым телевизором «Рекорд». Я туда садилась, но он не был тогда старый, конечно. Сейчас это старый телевизор считается. Тогда-то на нашу деревню малепусенькую, это был единственный телевизор, мне там ставили такой стульчик, я на него садилась, и мои родители мне говорили: Петр Решетников, Аиза, консерватория Тенкелембара, классическая музыка Тугунан Капсир. Эноны из тех тахкин юрен передли. И каждый раз, когда эта передача проходила, мои родители находили меня где-нибудь. Будь это летом, я каталась на велосипеде, они меня находили. Будь это зимой, я каталась на горках, меня приводили оттуда и говорили: надо слушать это. Я делала это сперва, не понимая, считаю, вы вспомните себя в детстве, то, что говорили ваши родители, это всегда было истиной, последней инстанцией. Впоследствии, я думаю, что то, что я долгое время как-то приобщена к культуре, к искусству, совершенно не отрицаю этого. Я всегда Аизе Петровне говорю: вполне возможно, что мою любовь к классической музыке, желанию осваивать искусство и культуру на самом деле посеяли вы. Поэтому я очень надеюсь, что среди студентов уже 21 века будут те люди, которые на самом деле приобщаются к культуре, приобщаются к музыке, к фольклору, через музей, который возглавляет наша любимая, легендарная на самом деле Аиза Петровна Решетникова. Очень надеюсь, что планы, о которых мы с Аизой Петровной говорим уже не первый год, довольно продолжительное время, они на самом деле случатся. И чудесные историческое здание, которое на самом деле пытались снести еще в нулевые. И я очень хорошо помню наш серьезный разговор с Василием Грабцевичем в кабинете у вице-президента этой республики Евгении Саевны Михайловой, когда на самом деле стоял вопрос, сохранять нам как памятник этот музей или не сохранять. Мы сделали первые попытки и первые шаги к реставрации. Чудесные чешские реставраторы
показали нам коридоры, какие они будут после реставрации и так далее. Все это, к сожалению, происходило почти 10 лет тому назад. Но я очень надеюсь, что этот проект будет осуществлен, потому что чудесный дом, чудесная архитектура, аура чудесная. Этот дом – символ знания, образованности, стремления к науке и знаниям. И мы сохранили его до сегодняшних дней. Конечно, он очень серьезно пострадал сейчас, но мы очень надеемся, что он будет реставрирован, потому что стены, дух этого здания, на самом деле, я думаю, что в науку, в образование внесут еще новое дыхание, потому что весь мир наполнен символами музыкальными, архитектурными. И я надеюсь, что это будет такой символ, который Аиза Петровна все-таки упрямая, решительная, настойчивая, добьется и поставит обязательно этот проект на ноги. С 25-летием любимый музей. Милая, дорогая Аиза Петровна, абсолютно известно, что проекты живы и находятся в расцвете сил только тогда, когда жив тот человек, который является идееносителем. Поэтому я желаю вам самой здоровья, творческого долголетия, Аиза Петровна. Конечно, вы растите молодых специалистов, которые станут вам заменой, опорой и так далее. Но пусть они растут под кроной большого, красивого дерева под названием Аиза Петровна Решетникова. Слово для поздравления предоставляется помощнику председателя Государственного собрания Юлии Республики Саха-Якутия, председателя Национального организационного комитета о подготовке и проведению в Якутии десятилетия Олонко Александра Николаевича Жиркова, Нюргуяне Ивановне Илларионовой. Уважаемая Аиза Петровна, уважаемые сотрудники Музея музыки и фольклора народов Якутии, уважаемые гости, почитатели этого музея, от имени председателя Государственного собрания Елтуман Республики Саха-Якутия Александра Николаевича Жиркова я поздравляю вас с 25-летием. Надежда Михайловна Чуйбайтык бардын сағынан кепсен берді. Аиза Петровнаны Чуйбайтык чугас билер кихи бұғытынан характеристикалан берді. Күджік Аиза Петровна онна бұ музей олық бейбелерін кітары қайдақтағаны арақсыбат бейбелерін кітарын ұқса сетімнәқтер бейге оны бары білебет. Аиза Петровна бейті аны туспа улахан сілістәқ мұтықтақ кеге. Кені чурапчы бақсытыттан таатта ол батып. Таатта баяғатыттан да. Үтіннік дерін сілістәқ мұтықтақ кеге. Бігі кені төріппіттерін бары білебет. Бігі кені төріппіттерінен кен тұттабыт. Кені төріппіттері бігі саха театр бұд, саха бұд народын биллер ытыктыр улахан артыстара. Onun кірбәкіт Аиза Петровна кепсен кирен бардағына. Ол Джоннорудтан сетімнен келбет артыс жоғыра талағына ағылдан келер. Кені кітті кей кепсеттаға, кені кітары кей түгіре жүллестағына. Ол проблематын, ол проегін тиінға чугастық ылынар онна өйдүр кына тирерден. Onun итинник кыра музейттен мағын бетеп беден көрдік. Үс кехеттен сағалан бүгін бігі бұл музей сүрбе 5 сылын өріләқтік белеті олар обыр. Халқы Аиза Петровна тоқ бар баға санаан барда толдun. Кені баға санаты олық қағандағыны бейтін туғынан болбатақ. Кені баға санаты қағандағыны бейтін тұла болбатақ. Кені баға санаты, кені ыра санаты, курут народун кытары, курук
биһиги культурабыт, искусствобыт тула. Итини этен тураммын Айза Петровна бубүйүнү юбилейгинен эн музейин библиотекатыгар биһиги бу Александр Николаевич атыттан киниге комплегин туттарабытын көңүллән. Со дня основания музей заботился о расширении своего научного актива, последовательно организуя 3 международные конференции. Обращаем ваше внимание на экран. На сцене народный мастер, виртуоз Кырым-Пахыт Руслан Габышев. Поздравить музей приехали маленькие внештатные сотрудники музея, ученики 3-го В-класса Ангинской средней школы номер 1. Дело в том, что уже 3-й год музей сотрудничает с их классным руководителем Олимпиадой Константиновой. Встреча с музеем вдохновила ее на организацию из всего своего класса
целый ансамбль якутских народных инструментов «Туллукчан». Ее сподвижница, руководитель фольклорного кружка Виктория Дьяконова. Дети играют на инструментах нашего музейного мастера Владимира Махначевского и на кырымпах Руслана Габышева. Итак, фольклорный ансамбль «Туллукчан» первый раз играет с легендарным для них мастером Русланом Габышевым. Gerçek İdris amsı cana avın apya hoboçu hobras üstürüşce omunna homo şeyde çeçe harcaptı ırgı çelüğüne kirge skiriyle orada hu hoca tem bıcırdım ağla giden tere anna kunyan adekman bırahimde Ayda simile idenler nasıl da barışar Gerek edildiğine avrampya sırıksız şeyler yaratacak görüştüğüne hamısı bayık badan birgeci bana sosyal tabura açıda oluyana hamısı habura sosyal tabura hayal hakkı ponya Diyene boğulan hastın döndür bot Atantıkçının sizin deceler soğucu o savunun mekesi Koska saatini değil saatininden onu geleceğini yani öğrenlikler Sanatör hangi ve sanatçı ançıcı ben sas yumular sinemeler sallar sonra ki saçını da sonra sayır ne var burada hatırladım bu çoy o da sonra burada durum bu luğu direkt saçları kursun falan geri de böyle ne derdi kabaya Cebilim Rahman'ı kırnak kısmında direktörün anneannemin bilgisi serpilesi serva kaçanı ki kimse rolüs liyetin khas tarasık ya jauh kecil bakter bin Michael Balkan ngerti bitirin neski cuman toyos koy Ternyata ternyata hanya satu kapas ternyata ada satu selasa terarah unanca sendiri ras kini bahas terus kayak kerja terus kayak ajem terus kayak akhir sanar kayak tarjane bular kayak tak sebe khamas kayak ordu seris kayak onu beste seris kayak kelas ay khalar kayak kun terus kayak Oncu
Учащиеся третьего класса Ангинской средней школы номер 1, фольклорный ансамбль «Туллукчан». Руководители Олимпиада Константинова, Виктория Дьяконова. Аиса Петровна Закаханың оқсаң орбудum. Біле бұлырғы музыкальный инструмент маңны өскүрін қайта өскәбітін оңырын дөден әппеті ол кәдеттер оңырбутым оны бұл ойнан көттіріyor. Бірменненді оны ұстыманды қомыстақ болды. Эти музыкальные инструменты книга маны бар, это булды ойнуйларды. Телефilmi oynuyordu katavulları. Народный мастер, виртуоз Кыргызстана Руслан Гадышев. Инструментов. Никто даже и не предполагал, что он вот так возродится. Ну, появился Руслан Гадышев, и он стал настраивать эти скрипки на свой лад. Все остальные по-европейски настраивают скрипки. Вот. Что творится? Пожелаю ему больших успехов. Вот такой творческий человек. Мы ездили в Астану, и он поразил всех казахов. Это такая великая инструментальная у них культура. И вот они все прямо прильнули к нему, все спрашивали его, восхищались им. Дорогие друзья, итак, вашему вниманию первый зал. Музыкальная этнография якутов. Фактически уже готов к переезду в будущее здание. Внимание на экран.
ансамбль «Арчи» фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа училища имени Марка Николаевича Жиркова. Сейчас мы были только что в спортивном зале игры и танцы народов Якутии. Вы видите, сколько локальных особенностей в, казалось бы, таком простом круговом танце. Вот сколько разновидностей у простого асохая, казалось бы, да? И в этом зале будут также, вы знаете, так, мы пропускаем там очень много по сценарию то, что было задумано. И вот когда мы начали снимать видеоуроки, то мы вдруг поняли, что видеоуроки Никандра Прокопьевича Тимофеева, одного из лучших, то есть не то, что из одного, самого лучшего педагога юных аланхасотов, который живет в селе Кутана Сунтарского улуса. И вот когда мы взяли видеокамеру и начали снимать его начали снимать его уроки, то мы поняли, что вот нашли мы случайно новую современную форму устных уроков, не по нотам, ни в коем случае не по нотам, а как в старину. Вот как старики учили раньше устно детей, вот так же у нас с экрана наш республиканский дедушка Никандр Прокопьевич Тимофеев, он сидит в зале, он учит наших школьников и детсадовцев по всей республике на наших музейных семинарах. И вот, завершив осмотр зала музыкальной этнографии якутов, заодно еще и спортивный зал игры и танцы Якутии, зайдем в концертный зал, потому что наши певицы тоже не могут долго ждать. И вот в этом концертном зале, конечно, у нас будут продолжаться программа «Музыка для всех». Вот то, что мы сделали видеоуроки по операм Травиата, кстати, для школьного стандарта, они проходят слово полку Игореве, мы сделали видеоэкспонат по князю Игорю. И название его очень просто шокирует поначалу детей. Князь Игорь и хан Кончак, двоеточие. Враги или родственники? И вот, очень им интересно, там история совмещается из оперы и так далее. И вот у нас дальше в планах создать для младших школьников экспонат «Грустит ли нам о Снегурочке» по опере Римского-Корсакова. А к столетию Сергея Сергеевича Прокофьева мы даже думаем, не замахнуться ли нам на сериал «Путеводитель по опере «Война и мир». То есть у нас планов громадье. И, конечно же, спасибо. И вот будут там в этом концертном зале, вот мы сейчас живем без концертного зала, музыкальный музей без концертного зала. И, конечно же, будут встречи с мастерами сцены. И вот фрагмент этих встреч вот сейчас у нас здесь и случится. Выступает Анна Дичковская, заслуженная артистка нашей республики, лауреат международного конкурса оперных певцов в Италии, который наш большой друг музея. Более 10 лет она дополняет наши презентации в музыкальных музеях Москвы. Мы выступали в Шаляпино, Скрябино, Глинке, в музее Чайковского в Клину, имении Рахманинова в Ивановке, Тамбовской губернии. Мы выступали в Японии, в музеях Австрии, Германии. И сейчас я приглашаю на сцену ту, которая дополняет наше отделение презентации музея сольным концертом романсы Чайковского, Рахманинова и якутских композиторов. Анна Дичковская поет романс Рахманинова на слова Тютчева «Весенние воды». Oh
Республики Саха-Якутия Анна Яичковская. Наш первый президент Михаил Ефимович Николаев всегда включал своих любимых оперных певцов во все программы встреч зарубежных гостей или выездов за границу своих. И вот была такая бригада, даже не бригада, а концертный батальон, значит, Михаила Ефимовича. Значит, это туда входили Иван Степанов, Семен Оконешников, Нина Чигирева и Альбина Борисова. И я. Значит, и вот я помню, приходили, я вот помню, что Михаил Ефимович был просто замечательным режиссером своих приемов. Вот приходят после переговоров эти усталые зарубежные, значит, гости, такие разваливаются в креслах, а им говорят, концерт будет. Они так устало, ну ладно, пой, Тундра, про себя думают, видимо, да? И выходит Нина, и этот волшебный голос, вот меццо-сопрано величайшего тембра. И вот, знаете, вот сразу на глазах они сразу садятся прямо, как в оперном театре. И действительно, вот чувствуется, сколько труда вложено в этим прекрасным, сколько времени потребовалось на огранку, и такое мастерство. И вот как менялось отношение к республике на глазах. И вот сейчас мы счастливы приветствовать на этой сцене человека, который еще со студенческих лет, вопреки всему, выиграла международный конкурс Глинки, 2-я премия, студентка, и приехала в Якутию, и даже была вот до создания музея, мы там ездили, такие пропагандистские у нас были туры, рассказывали о том, каким будет музей. Вот как сегодня я рассказываю о 3-м здании, я рассказывала о 1-м. И была молодая Нина Чигирева. Нина Чигирева, заслуженная артистка России и народная артистка Якутии. Артистка Якутии Нина Чигирева. Наши концерты блистательная колоратура Альбина Борисова «Сказки Венского леса». Браво!
заслуженная артистка России, народная артистка Якутии Альбина Борисова. Дорогие друзья, продолжаем экскурсию по музею. Перейдем во второй зал «Фольклор русских старожилов» с экскурсиями по Русскому Устью, по Охотску и неисследованному учеными культуры прилецких ямщиков. Внимание на экран! На сцену под ваши бурные аплодисменты приглашаем городской фольклорный ансамбль «Русско-Устинцы». Рассоха моя, да, рассоха чужая сторона, Городской фольклорный ансамбль «Русско-Устинцы». Дорогие друзья, следующий третий зал – музыкальная этнография «Палеазиат». Раздел «Фольклор Долган». Музей считает своим долгом популяризации трудов долгановедов, выдающегося североведа Андрея Александровича Попова, Прокопия Елисеевича Ефремова, подготовившего к изданию том «Фольклор Долган» в академической 60-томной серии «Памятники фольклора Сибири и Дальнего Востока». Нас ждет большая интересная работа. Уже готов сценарий мультфильма по долганскому героическому эпосу «Аланко», «Сын лошади Аталами», без которого мы не мыслим будущего видеоэкспоната по культу лошади. На сцене студенческий театр Арктического государственного института культуры и искусства «Туеркен».
Студенческий театр «Туиркен». Недавно перед делегацией 5-го съезда юкагиров музей отчитался о проделанной работе. Фольклор юкагиров. Уже создан сценарий мультфильма, объединивший 5 версий героических сказаний о богатыре и Гильвее. Еще в первом старом здании всех посетителей удивляли шангар-шарылы, пиктографические любовные письма юкагирских девушек и маршрутные письма мужчин. На них музеем завершены мультфильмы «Девочка древних людей» и спектакль «Писец Парижка» по юкагирской народной сказке. Вас поздравляет артист театра коренных малочисленных народов Севера Алгыс Николаев. Песня «Еула» из спектакля «О чем поешь в ночи, белая волчица». Артист театра коренных малочисленных народов Севера Алгыс Николаев. Наш театр коренных малочисленных народов Севера сегодня с радостью и с теплотой поздравляет нашу любимую Аизу Петровну. И хочется отметить, я не буду громко говорить, долго говорить, все у нас написано в нашем приветственном адресе, но мы благодарны, Аиза Петровна, что наш театр появился благодаря вам. Потому что Аиза Петровна вот этой своей работой, она сделала такую платформу, что на 5-м съезде Ивенов, когда возник вопрос о статусе придания народному ансамблю «Гулун» государственный, Аиза Петровна перед этим выступила, что нужен профессиональный театр народов Севера. И когда вышел наш президент, он сказал: а почему вы ставите вопрос о статусе государственный театр танца? А давайте создадим то, что предлагает Аиза Петровна, государственный театр народов Севера. Благодарим вас. Спасибо. На сцене Ахтинский детский фольклорный ансамбль «Туллукчан», репертуар который расширяется из года в год.
их исполнении прозвучит юкагирская песня «Цветок у росы». Слова и музыка Любови Дёминой. Адвинский фольклорный ансамбль «Туллукчан». Дорогие друзья, 4-й зал «Музыкальная этнография эвенов и эвентов». На сцене приглашаем ивентийский этнофольклорный ансамбль «Долгунчан». Художественный руководитель Зинаида Платоновна Никулина. Выявленных 7 локальных вариантов круговых танцев эвентов. На сцене выступают ивентийский фольклорный ансамбль «Гиркелен», художественный руководитель Анастасия Куличкина, и танцевальный ансамбль «Долбор», художественный руководитель Анна Юмшанова.
Всего лишь 25. Так много и так мало. Кто постарел, а кто-то возмужал, а для кого-то лишь начало. Не важно, сколько нас, а важно лишь, какие. Мы вам признаемся, задорные, лихие, веселые и умные, конечно. А иногда, как дети, мы беспечны. Но всех нас лишь одно объединяет. Фольклор и музыка, жизнь наша и судьба. Музей наш юбилей свой отмечает. Так пожелайте всем нам радости и добра. От имени дружного коллектива музея мы говорим всем вам